В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В Аймяконском районе ситуация с дождевым паводком постепенно стабилизируется. Напомним, на днях в Аймаконе и некоторых населенных пунктах Момского и Абыйского района оказались потопленными жилые дома и социально значимые объекты. Но сейчас жители этих населенных пунктов, чьи дома оказались под водой, срочно необходима помощь. Как власти и общественники начали помогать и о том, какая помощь сейчас нужна, об этом мы сегодня и поговорим. Гость студии Валерий Лютый, заместитель председателя Общественной палаты в Якутии, сопредседатель Народного фронта в республике. Валерий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте более подробно, скорее всего, вы следите за происходящим сейчас. Что говорят специалисты, почему это стало неожиданностью? Ну, во-первых, на первых словах хочу принести соболезнования. Все-таки это такая чрезвычайная ситуация у нас, она сложная, и люди сильно пострадали. Вот соболезнования хочется принести от имени всех общественности. Я еще представляю ветеранов боевых действий. Мы все переживаем. Что такое неожиданность? Конечно же, мы знаем, и у нас есть информация, что Аймякон часто подтапливало. Но такого, чтобы затопило несколько населенных пунктов, такого не было. Вот это, и вы знаете, спрогнозировать природу, особенно северную природу, очень сложно. Практически, я думаю, что невозможно. Как ни готовься, оно приходит неожиданно. Одно знаю точно, что людей в беде никто не оставит. Угу. А какова сейчас ситуация на реках? Миновала ли вот Ну, вы знаете, вот мы связь держим, вот у нас группа создана общественников Общественной палаты, и там в этой группе находятся главы районов. Вот сейчас вот на 4 утра спад воды немножко пошел, но это буквально идет на сантиметры. Пока еще вот, это не дает возможности полноценно вести работы, которые нужно вести сейчас, помогать. Но основные работы уже предпринимаются, и все. И вот очень грамотно, я вижу, как главы работают грамотно. Вот Оконечников вот хорошо работает. Главы не в каких-то кабинетах сидят, а по пояс в воде. Там сейчас убирают погибших скот. Ну, то есть те меры, чтобы не было инфекции, чтобы не было паники у людей. Вот, проводились собрания. На месте сейчас вылетели такие опытные члены правительства, как Садовников Дмитрий Дмитриевич. Ну, мы знаем, сколько и когда он подключает, сколько через ситуаций, какой у него большой опыт. Поэтому я уверен, что на месте, оценив обстановку и доложив главе республики Арсений Сергеевич, который держит на контроле этот вопрос, я думаю, что вопросы уже прорабатываются. Вот Министерство образования проработало вопросы, я знаю, сейчас, ведь люди были эвакуированы, и сейчас там много детей. И дети должны быть распределены по ближайшим пионерлагерям. Вот эти вопросы, которые сейчас можно решать до ухода воды, они сейчас решаются. Угу. Ну и, как правило, общественники всегда первыми приходят на помощь в таких ситуациях. Скажите, как вот организован сбор гуманитарной помощи, что удалось собрать? Ну, первые пришли на помощь, это сами люди, которые там живут. И не только руководство, а сами люди там. Ну, конечно, МЧС. Общественники, конечно же, откликнулись сразу. Особенно я хочу отметить вот землячество. Землячество Аймяконского улуса, оно оказалось настолько неравнодушным, дружным, что это вот нужно особенно сказать. Особенно хочу сказать слова благодарности Атласовой Ирине Александровне, Евгении Николаевне, Марии Васильевне и многим-многим другим вот им землячество. Этим людям, я с ними вот сейчас работаю, вижу, им можно доверять. Они переживают, у них там родные, близкие, они переживают сердцем, и они все делают, чтобы мы сейчас как-то смогли помочь. Ну, помощь одна у нас, у общественников, это организовать гражданскую, вот нашу, как мы говорим, гуманитарную помощь. Вот. Поэтому люди уже понесли, и я вот, пример, вот вчера к нам зашел герой Российской Федерации, Колесов. Он, оказывается, выходец из этого района. Принес крупную сумму, не просил не говорить, какую сумму, неважно. Но я хочу подчеркнуть, что мы наличными не принимаем. Если кто-то хочет помочь, есть расчетный счет.
Этот расчетный счет можно получить по телефону, который я назову. Обязательно перечисляйте только на этот расчетный счет. Этот расчетный счет будет доступ иметь только глава района, который будет отчитываться перед общественниками, через всем, что на эти средства закуплено. Это обязательно мы будем на контроле держать. И я думаю, что, еще раз повторяю, вот люди, хотя вопросов много, там я услышал и видео видел, вопросов много еще не решенных, но паники нету. Паники у людей нету, люди же ведут себя мужественно, руководство поступает, я считаю, тоже грамотно. Ну и, конечно же, республиканская власть все дело взяла под контроль. Вот очень мы верим в то, что мы решим. Мало кто знает, скажу такую вещь, что в августе в Аймяконе, это не просто полюс холода, а в августе уже может быть минусовая температура. Поэтому времени осталось очень мало. Но я уверен, что с таким опытом, с таким руководством, как Садовников, Дмитрий Дмитриевич Лепчиков, мы решим все вопросы. Мы, как общественники, сделаем все, чтобы организовать вот эту гуманитарную помощь. Сейчас я попрошу вас назвать цифры этого расчетного счета, который вы хотели. Расчетный счет, там очень длинные цифры, я не могу назвать. Номер Назву телефона, да. номера Да. телефона 8 914 275 22 84. Второй телефон 8 961 86 76 333. 333 последний. Давайте еще раз и помедленнее. Давайте. 8 914 275 22 84. Второй телефон 8 961 86 76 333. 333. 33. И я хочу сказать, что сейчас переехал республиканский штаб от помощи Аймяконскому улусу в Бестужево-Марлинского 5. Это здание ДОСААФ, кабинет 108. Вот прошу, кто хочет. И еще хочу обратиться. Вот у нас понесли, много приносят, совсем, такие ветхие вещи. Мы благодарны этим людям. Низкий им поклон, потому что это неравнодушие проявление. Но мы просим, потому что за 1000 километров желательно приносить или новые вещи, продукты только не скоропортящиеся, принимаем. Все. Ну и, конечно же, необходимости есть, если организациям, предприятиям, хочу обратиться в первую очередь к недропользователям Аймяконского улуса. Услышьте нас. Общественная палата обращается к вам. Как говорится, сейчас время не только брать, но и отдавать. Нужно помочь людям. У вас есть на местах сейчас там техника, у вас есть там тепловые пушки, мотопомпы. Все это сейчас очень нужно людям будет. И, конечно же, организациям, предприятиям, предпринимателям, которые хотят помочь, в первую очередь нужно, конечно, вот именно тепловые пушки для высушивания помещений и мотопомпы. Вот это вот остальное сейчас, как будет оценка ущерба, мы, конечно же, будем информировать население. А как будет доставляться вот эта помощь гуманитарная, а также что вот самое необходимое? Вопрос правильный, потому что действительно дороги пострадали, размытые дороги. Будем отталкиваться от того времени, что мы сейчас уже готовим, будем сосредотачивать эти вещи здесь, потом перевозить ближе туда, к точке вперед, и будем ждать, когда будет восстановлена дорога. Я думаю, что МЧС, и вот еще раз обращаюсь к недропользователям, которые близко находятся, артели, добывающие и так далее, в тяжелую технику, пожалуйста, обратите внимание, что наша помощь сейчас нужна как никогда. Мы будем внимательно смотреть, кто какую помощь оказал. Это очень важно. Ну и как только будет возможность, у нас уже сейчас университет, у нас откликнулся университет, студенты готовят отряды. Народный фронт, молодежку, которая должна была в Донецк, Луганск ездить, тоже сейчас изменила свое, как говорится, направление своей деятельности. И ребята готовятся, они уже были на пожарах у нас, тоже какой опыт есть, помогать поедут. То есть я хочу сказать, что уверен даже, я скажу, что справимся. Вопрос только, чтобы сейчас людям помочь и психологически, морально, ну и, конечно, материально. В этом наша задача.
И вот мы уже немножко затронули, да, вот о землячестве, то, что они очень активные. Вот как идет взаимодействие, еще хотелось подробнее узнать, а также где еще находятся ваши штабы и как вам можно присоединиться неравнодушным людям? Ну, общественная палата, общественный центр Курашова, 24, кабинет 401. Можно обратиться туда. Я там нахожусь чаще. Сейчас буду находиться, тоже буду находиться в 8. Потом можно обращаться к Атласовой Ирине Александровне. Она очень активный организатор, хороший. Это член общественной палаты. Все эти вот какие возникающие вопросы, или по тем телефонам, что назвал, или придя в центр, в общественный центр, в общественную палату, или вот по Бестужева-Марлинского 5 в ДСАФ, можно любые вопросы выяснить. Кто хочет, тот найдет, да? Кто хочет помочь, я думаю, что вопросов вот таких не будет стоять, я думаю, найдут. А вообще вещи, конечно же, желательно новые, потому что все-таки за 1000 километров будем вести, и просто какое-то такое, от чего, что людям не совсем будет нужно, не хотелось бы этого делать. Ну и а так я считаю, что любая помощь, даже любая маленькая сумма, она очень важна будет. Ну, я знаю, что у вас проводится, помимо вот паводковой, да, работы, сбора гуманитарной помощи, еще много других работ. Скажите, немножко вот о них хотелось бы услышать. По каким направлениям именно работаете? Ну вот Народный фронт, это мы еще называем, есть такая, как звучит гордо, команда президента, да, команда Путина. У нас даже на майках, на футболках. И мы этим гордимся, что доверие такое и возглавляет Владимир Владимирович Народный фронт. Лидером является эта организация. Мы гордимся тем, что Народному фронту удалось по России собрать для фронта, для нашей победы, со слов Владимира Владимировича, я утвердительно вот говорю, более 25 миллиардов уже. Это солидная сумма. 1000 машин поставлены туда, различной другой техники, квадрокоптеров. Это все вот общественная организация. Оказывается, сила в народе большая. Самое главное сейчас вот для нас это такое еще воспитание молодежи. Вы знаете, у нас, когда молодежь выезжает туда, молодые ребята, молодежка мы ее называем, УНФ, они все это видят и проникаются вот это все. Это есть патриотическое все воспитание и все. И я вам скажу, что из молодежки у нас, не в республике, но вообще из молодежки 3 награждены орденом мужества за то, что они детей спасали и вывозили из зон, где опасно. Поэтому вот такая работа общественников, она важная, всегда была важна. И очень коротко все-таки хотелось бы от вас услышать обращение к якутянам. Дорогие земляки, всегда приходит беда неожиданно. Природа, она у нас северная, коварная. И я прошу вас, кто может, помогите Амиконскому улусу, нашим землякам. Мы своих не бросаем. Я думаю, что многие откликнутся. Приходите в ДСАФ на Бестужева-Марлинского 5, кабинет 108. Будем вас ждать. Или звоните по тем номерам, которые я назвал. Валерий Алексеевич, спасибо вам большое. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.